Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. В Мурманске завершился первый чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. Это одно из мероприятий председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Об итогах соревнований по 15 компетенциям мы поговорим с руководителем Департамента государственной политики в сфере науки, профессионального образования и целевой подготовки Иннокентием Оконешниковым. Иннокентий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с самого главного, наверное, расскажите, пожалуйста, в нескольких словах о самом чемпионате. На самом деле такие чемпионаты проводятся уже не впервые. На самом деле, да, у нас в республике тоже проходил чемпионат по Arctic Skills, в то время мы называли, да, года 4 назад. Вот. Но в этом году вот так, скажем так, официально, и где приняли вот 9 регионов, которые представляют арктические регионы. Это такие Красноярск, Мурманск, Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и так далее. И наши ребята представляли, по своим компетенциям, да, если говорить по видам соревнований, которые там проходили, это именно как лучше работать на севере. Да. Задания были таким образом приспособлены, что учитывалось климатические особенности работы в Арктике. Несколько направлений можно выделить. Это связанные с промышленностью, такие как судостроение, добыча нефти и газа. Да? И кроме этого IT-направления были связанные с геодезией, географией такие. И кроме этого еще были очень важные направления, которые связаны с традиционным образом жизни, такие как оленеводство, национальная кухня и так далее. Наши ребята, я считаю, выступили совсем неплохо. У нас 4 медали, это 2 серебра и 2 золота. Я, наверное, их озвучу. Это Покровский колледж, это арктический туризм. Мишель Сивцев, он завоевал у нас серебряную медаль. Кескиль Канабулов, это студент Жатайского техникума. Он у нас тоже завоевал серебряную медаль по компетенции эксплуатации судов именно в условиях севера. И 2 золота – это Светлана Романова, представитель Жиганского отделения Центра подготовки рабочих кадров Арктика по компетенции народные промыслы. И еще 1 золото у нас Дмитрий Волков в компетенции оленеводства. Он представитель Черского, Арктический колледж народов Севера. Получается, что не только Якутия организатор нынешнего чемпионата. Да, основным организатором было Министерство по развитию Арктики, да, и Дальнего Востока, плюс еще Мурманск. В этом году Мурманск был основным организатором, и мы там принимали участие еще с одной целью. У нас в следующем году должен в поселке Черский пройти международный чемпионат по северному оленеводству. Вот. Чтобы поделиться опытом, посмотреть, как проводится, мы тоже, большая делегация, в том числе и в деловой программе, туда ездили, принимали участие. Вообще известно, что участие принимало 80 конкурсантов от нашей республики. Сколько поехало человек? Как конкурсанты 24 человека, еще плюс участники деловой программы, там более 10 человек принимали участие. Скажите, а вот вы перечислили имена победителей по различным компетенциям, но это, наверное, не единственные участники. Где еще Якутия успела прославиться и набраться мастерства? Вообще у нас чемпионатная история идет давно, и многие наши ребята сейчас, например, вчера мы отправили делегацию в Северную Осетию, Аланию, да, чтобы они тоже тут, это в рамках соглашения, как дружественный матч, скажем так, в рамках подготовки к национальному финалу молодые профессионалы. Таких чемпионатов на данный момент проводится довольно много, и все они преследуют цель, чтобы мастерство наших ребят усиливалось. Это возможно в рамках таких конкуренций, когда с другими регионами мы можем смотреть, кто где сейчас находится. Скажите, а каким образом производился отбор на чемпионат? Внутри региона смотрели ребят, они очень долго к этому готовились. Об этом чемпионате мы знали уже 3 года назад. Было много организационных мероприятий. И наши самые такие сильнейшие, скажем, ребята выехали туда.
Но ребят, участников уже на этом этапе называют молодыми профессионалами. Получается, у них открываются большие перспективы? Перспективы открываются очень большие, потому что на этом чемпионате, в отличие от предыдущих, основными спонсорами и экспертами выступали очень большие работодатели, которые вот занимаются в основном добычей, переработкой и так далее. Да? Вот. И из них же выступали и эксперты, которые оценивали ребят, и, возможно, они будут приглашены для дальнейшего трудоустройства. Но это и есть основная цель данного чемпионата. Скажите, наверняка было что-то такое во время чемпионата, что поразило не только самих участников, но наверняка и их педагогов и членов жюри. Какие дороги открываются перед участниками далее? В целом вообще развитие Арктики у нас на федеральной повестке, наверное, стоит на одном из первых мест, поэтому чемпионат был очень высоко так организован, и деловая программа была представлена очень такими хорошими спикерами и так далее, поэтому вот именно в деловой части много разговоров шло, как же дальше подготовить кадры для Арктики и как их привлекать, чтобы арктический регион у нас, в том числе и Якутия, развивались, и технологическим тоже такие развития произошло. А где у нас в Якутии расположены площадки для подготовки молодых профессионалов в арктических профессиях? У нас всего в Якутии 42 профессиональные образовательные организации, и за последние годы у нас, благодаря федеральной программе именно «Молодые профессионалы», происходит оснащение их площадок современным оборудованием. Да? В прошлом году открывали мастерские, например, на базе того же Жатайского техникума, позапрошлом году в Покровском колледже и так далее. И у нас сейчас более 40 таких современных мастерских в различных колледжах открываются, и они оснащаются, скажем так, самой современной техникой. И благодаря этому успешно готовятся не только для чемпионата, но и для своей будущей профессии, для сдачи демонстрационных экзаменов и так далее. Скажите, а какие запросы идут непосредственно с районов нашей республики? Возможно, какие-то определенные кадры нужны сейчас Якутской Арктике? В Якутской Арктике запросы идут, начиная врачей, учителей, да, требуются ветеринары, оленеводы, и у нас же образовательные программы должны учитывать обязательно, в каких условиях дальше будут работать ребята. Пытаемся, чтобы все эти условия были учтены в образовательных программах. Например, там животновод именно специализировался на оленях, при этом умел завести, отремонтировать снегоход. Вот такие отличия в основном. А теперь расскажите, пожалуйста, о том, как прошла в целом приемная кампания этого года. У нас приемная кампания в этом году идет по сравнению с предыдущими годами получше, скажем так. Хотя контрольные цифры приема остались на прежнем уровне. Это где-то 6700 бюджетных мест. И на них всего у нас на сегодняшний день подано больше 23 тысяч. Из них большая половина – это 15 тысяч на базе 11 класса и 8 тысяч на базе 9 класса. То есть мы за последнее время наблюдаем, когда ребята после 9 класса, им все более и более становится интересным покинуть школу и обучиться, получить профессию именно в профессиональных образовательных организациях. Но эта тенденция не только у нас в Якутии, да, такая тенденция в целом наблюдается по всей России. И естественно, мы контрольные цифры приема после 9 класса из года в год увеличиваем. Да? И традиционно самые такие востребованные профессии – это колледжи, которые располагаются у нас в столице. Да? Якутский медицинский колледж, педагогический колледж, колледж связи и энергетики имени Дудкина, финансово-экономический колледж, автодорожный техникум. Там у нас конкурс очень высокий. Там более 10 человек на одно место претендуют. И, к сожалению, ребята, которые средний балл ниже 5, ниже 4,8, иногда туда не попадают. Да? Но хочу сказать, что
из 42 образовательных организаций на сегодняшний день 20 только завершили прием, 22 еще продолжают, то есть еще есть места, они продолжают прием документов, и у нас на сайте министерства есть папка абитуриенту, и там актуализированная информация, какой колледж или техникум, по какой профессии, специальности, на базе какого образования, сколько мест осталось. Но это, к сожалению, не городские, не Рингри, Мирный, Хандага, Чурапча, Усалдан, Намцы, вот так, Нюрба, вот такие направления. Можете посмотреть на сайт, зайти. И у нас работает горячая линия 50 60 44. Но вот учитывая тот факт, что мы с вами начали обсуждать приемную кампанию, сентябрь уже не за горами, скажите, готовы ли учебные заведения нашей республики, чтобы сейчас принять студентов? Ну, у нас начало учебного года, как традиционно, начинается с августовского совещания. И сегодня в эти дни как раз идет августовское совещание работников образования всей республики. И много мероприятий. Сегодня вот идет пленарная часть. Вот, и ну, все районы представлены там. И можно сказать, что вот система образования к новому учебному году готова. В этом сезоне что стоит на повестке совещания? На повестке совещания это, ну, не только у нас в Якутии, да, в целом Министерство просвещения, это политика, это такая политика, скажем так, перевести более-менее в единообразие и патриотическое воспитание. То есть единые планы по патриотическому воспитанию, потом уроки о важном нововведении будет, плюс еще церемония поднятия флага, церемония там, исполнения гимна. Все это будет в каждой школе и в каждом колледже обязательные требования с этого года именно. Благодарю вас, Иннокентий Афанасьевич, за очень интересную беседу. Будем надеяться, что те, кто начинают свою учебу в этом учебном году, добьются больших успехов. Ну а молодые профессионалы, естественно, будут расти и расти в своей сфере деятельности. Спасибо. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.